Hoş geldiniz, hürmetli dostlar. Bu günlerde her bir vatandaşın gözlerini görmege bir kuvvanç ve umuttur. Ve o kadar gözlerime bakkanı pek güzel bir şey. Elbette ki bu merasim ta bir ay evvelsi planlaştırıldı ve böyle büyük bir bayram gibi olacak idi. Lakin takdir bizni soramay ve bu akşam endi umut akşamı oldu. Sabri Apte'nin ömrü tek umutqa bağlanıp bu kadar zorluklardan, bu kadar kıyınçlardan geçmege yardım etti. Çünkü Sabri Apte'nin ömrü pek kıyın edi. Doğmadan başlap, erte anadan oksuz kalıp, son iki cenk korup, inkılap korup, sürgünlük korup, lagerler korup, her şeyini bu kadın her şeye dayandı. Ve bu kıyın yollardan geçti. Ve bugün de onun ömrünün tarihi, onun takdiri bizge yardım etsin. Bizge ders versin. Bizni bir şeye öğretsin. Rus diline geçeyim, herkes anlasın deyip. Действительно, это мероприятие я готовил давно, потому что в этом году действительно юбилейный год, 110 лет со дня рождения Сабри Апте. И это мероприятие уже четвертое, если я не ошибаюсь, посвященное ей. Но мне всегда не хватало в жизнеописании ее, вообще в каких-то материалах по ее жизни, не хватало вот этого вот именно жизненного, человеческого. Они часто говорят как о личности, которая внесла огромный вклад в нашу культуру. Они часто говорят как о великой певице. Но именно ее глазами, ее эмоциями, ее переживаниями, ее надеждами ее жизнь как-то не преподносилась до этого времени. Я попробовал это сделать. Большая часть материалов, которые вы сегодня увидите, услышите, материалы, которые звучат впервые. Это ее в основном довоенная сценическая карьера, ее записи, которые мне пришлось долго собирать по московским архивам, оцифровывать. И сегодня вы сможете их послушать, к счастью. С фотографией мне помогла библиотека Гаспринского, мне помог личный архив Заремы Апте Тросиновой, который она предоставила, чтобы вы могли не только слушать, но и видеть какие-то фотографии Сабри Апте и ее семьи. В руках у каждого может быть книжечка, которую мы сделали. В этой книжечке собраны тексты, которые сегодня будут звучать, около 14 их, по-моему. Все тексты будут соответствовать тому, что вы будете слышать, чтобы вы могли разобрать слова. Хош келдіңіз кенеде, мен башлайым. Итак, каждый из нас начинается с нашей семьи, естественно. И история Сабри Апте тоже началась с крымско-татарской семьи, образованной, интеллигентной. Сабри Апте родилась 12 июня 1912 года в семье учителя Керима Наджи Джемилева и Насайде ханым Керменчикле. Мама была из образованного рода, из Керменчикле, который известен крымско-татарскому народу многими своими представителями. Один из ярчайших — это ее родной дядя, Даисы Джемиль Керменчикле, крымско-татарский поэт, писатель. Мама тоже была из образованного общества, она уже не покрывала лицо. Вот на фотографии, которую вы видите, как раз ее мама, Сайде ханым. Рядом стоит маленькая Сабрия, ее брат старший Абдураман Усни и младший брат Абдулла Ильми. Сайде ханым была необычной женщиной, она была единственной дочерью у своего отца, но при этом она была очень трудолюбивой и обладала уникальным голосом. Этот голос достался Сабрие. По характеристике, по музыкальной, он носит название контральто.
Это голос, который обладает невероятно широким диапазоном, очень сильный голос, но при этом он лишен вот этого вот лирического, женского, который вот стереотипно воспринимается как женский, какой-то мелизматики, да, в отличие от голоса, например, Эддия Топча. Но при этом этот голос, он просто вот захватывает тебя всего, когда ты его слышишь, потому что он очень глубокий. И с голосом ее матери связана очень интересная история. Сабрия-апте провела детство, хоть и родилась она в столичном городе Бахчисарае, она провела детство в бахчисарайских селах, потому что учителя в то время вынуждены были менять место жительства и учили детей в разных местах, в разных селах. Сабрия-апте в основном детство провела свое в селах Бахчисарайского района, в долине реки Алма и Качи. И вот в селе Азик было такое происшествие, когда накануне Ураза Байрама в село приехал новый имам. Новый мулла, который отучился в Стамбуле, владел техниками исполнения эзана, и старого муэдзина уже стали как-то двигать с его рабочего места, потому что в селе стали говорить, что у него уже и голос не тот, и поет он как-то не так. Муэдзин пришел к Кериму Джемилеву, к учителю, просто умоляя его: сделай что-нибудь, меня хотят лишить заработка, вообще средств к существованию. Говорят, что вот этот вот стамбульский пижон, он лучше меня, он сейчас просто меня выдавит, и я останусь без средств к существованию. Твоей жены же замечательный голос. И причем он же у нее, никто не подумает, что это женский. Скажут, что это молодой парень, мужчина, спел эзан. Пусть она ночью споет эзан, когда никто не видит, вы живете возле мечети. Спаси, пожалуйста, меня. Сайде ханым на это отреагировала резко. Ну как это, она женщина, на минарете, ночью будет исполнять эзан. А Керим Джемилев как-то очень с интересом решил подойти к этому вопросу. Он сказал: ну действительно, никто же не догадается, что это ты. Скажут, какой-то вот парень. Решили они все-таки попробовать. Ночью Сайде ханым привезли к минарету, она поднялась и спела эзан. На утро в селе пошла молва, что их муэдзин вдруг запел каким-то невероятно прекрасным голосом, а это был первый день Байрама. Муэдзин вышел к народу, когда спросили у него: а что же ты раньше так не пел, откуда у тебя такой голос появился? Муэдзин сказал: а это вот Байрам же, и перед Байрамом Аллах мне послал такой голос, вот он раскрыл его по-новому, и поэтому вот я так прекрасно зазвучал. История закончилась хорошо, имам остался при своей работе, а вот Сайде ханым первый раз вот женщина взобралась на минарет и спела эзан. Сабрия-апте вспоминает, что это было невероятно слушать ночью такое красивое пение. Конечно же, мать — это всегда ассоциирующаяся с самыми теплыми воспоминаниями. Одно из самых теплых воспоминаний — это колыбельная. И первая композиция, которую я поставлю, это колыбельная Ай-Нини. Исполняет уже сама Сабрия-апте в своем таком уже более зрелом возрасте, когда она работала на радиокомитете. Но это известная многим нам колыбельная Бахчада Кордум Салынджах, которую многие мы слушали в детстве. И, скорее всего, это та колыбельная, которую она восприняла от своей мамы. Bahçaga kurdan salınca ayneni gelgen ketken sağlayacak ayneni eline verdim oyuncak ayneni
Yoklamaz bu balacık ay nenni. Ay 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 yokla babam sen. Ay 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 yokla babam Oğlum olsa bir baktır ayneni Kar kayğanda sayaktır ayneni Pencerege kapaktır ayneni Karanlıkta çıraktır ayneni Ay ya, ay ya, ay ya Yokla babam sen После счастливого детства начались тяжелые годы. Годы революции, годы гражданской войны, годы голода, когда семья с трудом перебивалась, когда отцовские доходы перестали хватать вообще хоть на что-то. И от этих всех трудностей заболела мама. Саида Ханым заболела. Долгое время она лежала в постели, что-то писала на бумаге, какие-то песни напевала. Когда Сабрие было 11, мама совсем слегла. И это был как раз январь холодный. Маленькая девочка, которая не могла представить себе, что этого человека когда-то не станет рядом, от горя постоянно выбегала с комнаты, где она лежала, и плакала. И вот уже на пике вот этого вот истощения мама позвала Сабрие и попросила ее спеть песню «От ме бульбуль». «От ме бульбуль сесени истемем». К сожалению, этой песни сейчас не исполняют, нет даже ее записи. Вот эта песня единственное, что записано в тексте у нее в дневниках. Дрожащим голосом Сабрия исполнила ее просьбу и, еле сдерживая слезы, выскочила из комнаты. Через 2 часа мамы не стало. Сабрие настолько было плохо, что она перестала петь. Девочка, которая не мыслила себя без пения, без музицирования, совсем перестала петь. Шло время. В то время тяжело было одним людям воспитывать детей, и отец ее решил жениться во 2-й раз. Сабрие уже отпустила боль, но она поставила условие. Жену твою буду выбирать я, 12-летний ребенок. Посоветовали пойти к одной женщине. Они пошли. Отец взял Сабрие с собой. Она глянула на нее и сказала, а у нее был большой нос такой, выдающийся нос. Она сказала, так засмеялась, и потом, когда они с отцом отошли, он у нее спросил, ну что, как? Нет, говорит, хыргыга ушай, на ястреба похоже. Я такую такую я мамой не назову. Таких рейдов было несколько, но в итоге все-таки отец нашел женщину, которая сразу расположила к себе маленькую девочку и в последующем очень много в нее вложила, и Сабрие ее искренне полюбила, и София звали эту женщину, София Ханым ее восприняла как родную дочь. Но характер у Сабрие был
сильный. И вот она, даже будучи в зрелом возрасте, описывая себя, говорит, вот есть у меня нехороший характер, который я никак не могу в себе побороть. Хоть я и сама не красавица, но, говорит, если лицо неприятное, некрасивое, я не могу его воспринимать. Затем она пошла в школу, училась в школе, и после 14 лет пошла учиться в Симферополь, переехала, и училась в образцовой школе, после окончания которой она могла уже работать учителем, учительствовать. И в этой школе она впервые познакомилась с профессиональной музыкой. Ее учителем музыки была Варвара Карповна Ханбекова, человек, который заложил, собственно, в нее основы профессиональной музыки. Варвара Карповна была дочерью армянского композитора, который, к сожалению, вот вообще ничего о нем сейчас не известно, Карп Ханбеков. Закончила когда-то еще в дореволюционные времена Московскую консерваторию и очень любила Крым, не могла себе представить вообще ни одного мероприятия без исполнения крымско-татарских песен, блестяще разговаривала на крымско-татарском языке, и первым ее учителем Сабрия Апте стала именно она. Она ее научила нотам, научила музицировать и впоследствии привела ее на радиокомитет. Следующая композиция, которую мы послушаем, это одна из самых ранних записей Сабрии Реджеповой. Это 1934 год. Песня «Кара кыз». Сабрия Реджепова всего 2 года как работает в радиокомитете. И что в этой пластинке уникального, что на фортепиано ей аккомпанирует именно сама Варвара Карповна Ханбекова. Вот для того, чтобы понимать эпоху, в которой Сабрия Апте училась вообще, я выбрал следующую композицию «Красноармейский марш», «Кызыл аскер марша», который написал Гея Шерфединов на слова поэта Иргат Кадыра.
Это те композиции, которые дети разучивали в школах тогда, пели молодые, коммунистические, с лозунгами. Именно в такую эпоху училась Сабри Апте с верой в какое-то светлое будущее после того, как прошли темные годы. И в этом хоре поет как раз она, ее хорошо слышно. И вот эта запись тоже 1934 года, видимо, в той же сессии записи, что и «Каракыз». Эта песня известна у нас в народе, ее как-то подзабыли, потому что песни с лозунгами не сильно стали у нас популярны, и многие куплеты стали переделывать, чтобы они как-то мягче звучали. Но для того, чтобы понимать эпоху, в которой она жила, вот эту маршевую, коммунистическую, я думаю, что послушать эту песню будет очень кстати. Arkadaş, sen ağacı, gitmekleri kalbine. Hepimizin borcumuzdur, farklı işte bilmeye. Hepimizin borcumuzdur, farklı işte bilmeye. Haydi haydi haydi, düşman avına, haydi bütün dünya inkılabına. Haydi haydi haydi, düşman avına, haydi bütün dünya inkılabına. Biz o kıymız, o direnimiz, elde silah tutmağa. Söz verimiz, yeryüzünde kapitalını yıkmağa. Söz verimiz, yeryüzünde kapitalını yıkmağa. Haydi haydi haydi, düşman avına, haydi bütün dünya inkılabına. Haydi haydi haydi, düşman avına, haydi bütün dünya inkılabına. Bak ensesem, el kutkule, işçi kole orkesi. Zavudu se, kalkodu se, bizler onun bekçisi. Zavudu se, kalkodu se, bizler onun bekçisi. Haydi haydi haydi, düşman avına, haydi bütün dünya inkılabına. Haydi haydi haydi, düşman avına, haydi bütün dünya inkılabına. Ne pakattan yoruluruz, ne kuşlukta soluruz. Biz kuruşun bir ordumuz, sabit için oluruz. Biz kuruşun bir ordumuz, sabit için oluruz. Haydi haydi haydi, düşman avına, haydi bütün dünya inkılabına. Haydi haydi haydi, düşman avına, haydi bütün dünya inkılabına. В 1929 году Сабри Апте закончила образцовую школу и после чего приехала в Талбадрах, где тогда они жили, и жил ее отец, работать учительницей 3-4 классов. Это фотография как раз этой эпохи. Жизнь вроде бы рабочая начиналась хорошо, но отец, уже пожилой человек, заболевший, вдруг один день заявил ей, что он обязан увидеть ее свадьбу. А она не знает еще, что такое любовь, поэтому он уже все решил выдать ее за сына председателя колхоза, все как положено. А она уже 2 года как была влюблена в совершенно другого человека. Он работал тоже в колхозе, но бухгалтером, скрипач. И у них была очень трогательная любовь. Они виделись в тайне. Впервые она его увидела у соседа, у дедушки, который продавал мед. Он приходил к ним. И когда он ее впервые увидел, он ей сказал, что она похожа на куклу, и он обязательно ей должен что-то сыграть на своей скрипке. И вот, чтобы никто не знал, у них было место встречи с почтой. Было такое дерево с дуплом, и это дупло было прикрыто камнем. И там они, когда найдут время, подкладывали туда записки, письма, и потом тот, кто приходил следующий, это письмо брал, читал и оставлял следующее.
Он был в нее влюблен без ума. Он срезал ей волосы, часть волос, намотал ее на скрипку, настроил и сказал, что играть он будет теперь только на струнах, которые сделаны из ее волос. Но, к сожалению, об этом узнали. Узнал ее брат Сабрия-Апте, узнал отец. И, будучи в ярости, он тут же назначил свадьбу, и она хотела сбежать. Хотела сбежать в Севастополь, остаться у каких-то там родственников этого человека. Имя его она не называет. Но отец передал свое указание отцу этого парня. Его в этот день, когда ее выдавали, просто его отправили в Бахчисарай якобы по делам. И Сабрия-Апте выдали замуж. Не спросив, она сама это очень резко описывает. Она говорит, что у меня как имущество, которое уже купили, просто отдали какому-то человеку, которого она вообще не хотела, и раньше не видела, и не думала вообще связывать с ним свою жизнь. И вот самое интересное, что именно его фамилию, Эреджепова, она пронесла через всю жизнь, потому что своя фамилия, она Джемилева была. Но в то время развод, как-то противиться отцу, который еще и на смертном одре, болен, она не смогла. Как-то стерпела, и жизнь пошла своим чередом. Но эта боль с ней жила, я думаю, всегда. И вот эта песня «Яр сененькиби гузель алмаз», я думаю, очень хорошо отражает то состояние, в котором она пребывала. Записана она в 1936 году, когда Эреджепова работала на радиокомитете. Очень красивая лирическая композиция. Несмотря на все трудности, которые она пережила в молодом возрасте,
она всегда умела улыбаться, и в целом характер у нее был очень жизнерадостный. Она и любила исполнять песни шуточные, те, которые, собственно, даже некоторые сейчас и не поются. Если она кому-то прицепила лагап прозвище, то это прозвище оставалось с этим человеком на всю жизнь. И вот именно, наверное, это ей помогло как-то пройти такой путь. И вот одна из песен, которая именно вот из ее шуточного репертуара, это песня «Кайнана». Эта песня давно забыта, у нас не исполняется. В этом году ее впервые исполнила Фатма Ханум Джаббар, она ее перепела. Эту песню когда-то пели на всех крымских свадьбах, и суть ее заключается в том, что Кайнана сначала высмеивается в нескольких куплетах всеми возможными эпитетами, а потом в конце ее уже возвышают, говорят о том, какая она прелестная, красивая. Это была обрядовая песня, ее играли на всех свадьбах, но потом как-то, видимо, наша моральная цензура как-то эту песню задвинула на задворки. Ну вот она ее исполнила, и сейчас я поставлю ее, чтобы вы тоже прослушали и прониклись. Dişleri pişirmiş, buğulanıp gelmiş, üç otuz yaşında, üsküllü saçını, o vuracağısın kaynana. Вот так когда-то пели на наших свадьбах. Но все-таки жизнь с нелюбимым человеком довела ее до крайней точки. Когда она собралась профессионально заниматься музыкой, он ей заявил: или
ты или я, или сцена, ну, естественно, выбор был очевиден, что сцена. К тому же он очень непорядочно себя вел как супруг. В общем, даже несмотря на то, что в те времена это было просто практически единичными случаями, она с ним развелась. Следующий спутник жизни ей встретился уже на радиокомитете. Это был Мемет Абселямов. Мемет Абселямов практически единственный солист в то время, который исполнял песни на радиокомитете. Там всегда был дефицит мужских исполнителей. Он тоже рисовал. Вот, кстати, картина, которую вы видите, которая здесь представлена. Это подарок на сегодняшнее мероприятие от коллекционера Айдара Халилова. Это автопортрет. Это рисунок самой Сабрия Апте. Помимо того, что она была невероятной певицей, она была прекрасной художницей, она восхитительно готовила, она оставила нам одну из самых лучших книг рецептов, которые существуют. Это был очень разносторонний человек. И вот именно с Абселямовым у них часто были дуэты. И один из таких дуэтов – песня «Дегерменджи», которая была записана в 1936 году в Москве. И характер ее очень отличается от того, который исполняют сейчас. Aman değirmenci, canım kızım değirmenci. El ağzılar senin olsun, al çek buğdayını. El ağzılar senin olsun, al çek buğdayını. Olmaz canım olmaz, oluklar dolmaz. Nöbetçiler kayın olmaz, al kayıt buğdayını. Nöbetçiler kayın olmaz, al kayıt buğdayını. Aman değirmenci, canım kızım değirmenci. Sorma satılar senin olsun, al çek buğdayını. Sorma satılar senin olsun, al çek buğdayını. Olmaz canım olmaz, oluklar dolmaz. Nöbetçiler kayın olmaz, al kayıt buğdayını. Nöbetçiler kayın olmaz, al kayıt buğdayını. Aman değirmenci, canım kızım değirmenci. Al yanaklar senin olsun, al çek buğdayını. Al yanaklar senin olsun, al çek buğdayını. Olmaz canım olmaz, oluklar dolmaz. Nöbetçiler kayın olmaz, al kayıt buğdayını. Nöbetçiler kayın olmaz, al kayıt buğdayını. Итак, как же молодая учительница, которая вообще работала учителем в школе в селе, попала на радиокомитет? Радиокомитет был создан в 1930 году, и поначалу там вообще не было песенных программ. Там Амет Озенбашлы читал новости, и иногда Мамут Уста Рифатов что-то играл, но это было очень редко. С 1932 года начиная, радиокомитет ввел специальную музыкальную программу, и первой исполнительницей была Эльмаз Асанова. Сабрия Апте в это время
живет в своем, пусть и неудачном, но браке, рожает сына и со своей первой учительницей, с Варварой Карповной, тоже уже 3 года как не видится. Совершенно случайно на улице как-то в Симферополе ее встречает Варвара Карповна и говорит, обращаясь еще по старой фамилии: Джемилева, а где ты? Я тебя уже столько лет ищу. Говорит: пойдем со мной. Ты должна пойти, я хочу тебя взять на работу. Хоть она и очень с недоверием как-то Сабрия Апте соглашается на это, но придя на радиокомитет, ее слушает Яя Шерфетдинов, и он остается в полном восторге, ему очень нравится, он ей говорит: все, мы тебя берем на работу. И с этого момента у Сабрии Апте, как раз вот после этого случая, она приходит домой, муж ей говорит, что выбирай, или ты будешь петь, или я, и она выбирает сцену, выбирает радиокомитет. Тут же ей находит какой-то костюм, она дает первый концерт с полным аншлагом, и после этого Сабрия Реджепова появляется на устах абсолютно у всех в Крыму. Эта фотография сделана как раз с сотрудниками радиокомитета в центре Сабрии Апте. Над ней Яя Шерфетдинов, композитор. Слева от него сидит Варвара Карповна, слева от нее Ришат Рифатов, редактор музыкальных программ. И в этот период Сабрия Апте уже начинают учить музыке специализированно. Приезжают мастера, композиторы, вокалисты из Москвы, а в литературном языке ей очень помог вот этот человек. Это Мамут Уста Рифатов, человек, о котором она всегда до конца жизни вспоминала как о очень уважаемом. Этот человек был необыкновенный, о нем можно говорить долго, но именно вот это произношение, вот Сабрия Апте, когда поет, у нее каждый звук находится на своем месте. Такого произношения мы его практически полностью утратили. И с ней занимался вот этот человек, который был соратником Гаспринского, был многолетним учителем, потомственный учитель. И она пишет, что именно Рифатова, эта семья, она научила ее литературному языку, она научила их красоте, правильности произношения. Музыке же народной, колоритной, ее научили вот эти люди. Это оркестр, цыганский оркестр, бахчисарайский, который играл еще за 20 лет до революции в городе, был наемным ансамблем, возглавлял его скрипач Аппаз Уста. Он на этой фотографии справа сидит, скрипач. Человек выдающегося таланта, просто музыкант от Бога, который мог обыграть все, буквально уловив 3 ноты, мог воспроизвести. Это было свойство цыганских музыкантов, которые тогда играли. С ним в ансамбле был Дариджи Сулейман Мимишев, он здесь на этой фотографии, трубач, кларнетист Исмаил Меджид, трубач Ахтем Минакай, и позже к ним присоединился еще один скрипач Зейдин Мимиш, вот он здесь на этой фотографии. Эти люди, которые зарабатывали себе на жизнь музыкой, после революции стали уже это делать на профессиональной основе, и в 1932 году их пригласили быть ансамблем радиокомитета. То есть это был вот именно ансамбль радиокомитета, состоял из этих людей, из старых мастеров, которые подлинно знали народную музыку. Один этот ансамбль играл 400 крымско-татарских композиций. Один ансамбль, в Бахчисарае их было 40. Чтобы вы понимали масштабы, в книге Яя Шерфетдинова звучит Хайтарма 350 композиций. Это книга, которая охватывает весь Крым. Эти люди были необыкновенного таланта, играли они восхитительно, и вот Аппаз Уста очень полюбил Сабрию, и очень многим песням, очень многим тонкостям он ее научил. В 1939 году
Сабри Апте работает на радиокомитете с 1932 был объявлен всесоюзный конкурс артистов эстрады. Он проходил в Москве, в зале имени Чайковского. Дунаевский был его концертмейстером, он был там председателем комиссии, жюри. И именно с этими мастерами, с бахчисарайцами, Сабри Апте поехала на этот конкурс участвовать как участник от Крыма. Этот конкурс, это был ее, наверное, шаг первый к званию заслуженной артистки Крымской АСР, потому что через год ее объявили именно заслуженной артисткой. Если бы нас не депортировали, наверное, она бы очень скоро получила и народную артистку Крымской АСР. Конкурс прошел, номер Сабри Апте прошел с фурором. Просто ее 10 раз вызывали на бис. К композитору Дунаевскому пришлось встать и успокоить зал, потому что он просто заявил: у нас вообще-то конкурс, а не концерт. А ее 10 раз вызывают на бис, люди не могут успокоиться. Как это было? Вот она прямо в подробностях описывает тот процесс, который был. Она поехала туда с 2 песнями. Одна более лирическая, «Мечбур олдум», и вторая та песня, которую сейчас думают, что придумал петь Дилявер Османов. А с этой песней она уже тогда заслужила всенародную любовь. Это «Ногай бейте». Это песня, которую впервые вообще на широкой сцене исполнила именно Сабри Апте. Это была очень известная песня. И вот стоит она на сцене, конферансье озвучивает ее имя и фамилию, как она пишет. Бахчисарай чалгыжылары, это вот этот ансамбль. Мечбур олдумна чалып башладылар. И на вот этой пластинке 1936 года записан именно тот же состав, те же люди, тот же оркестр, который играл и тогда там.
sen oğayım betim bilgenden soň film tişim körneken abegeler kulgenden soň bayna kızma dep maktanma senen arun tabarman kıdırgandan soň kabırganda et kaldırmam ay sıdırgandan soň ay Kızı sorasanız men eteyim bizgen eter ölgen konu kışlaya apatavun eter ikinci konu Allah'dan korkup duasın eter. Dördüncü konu duadakның anası da jadılanıp ay bayga da keter ay. Saldım yerim sahip düşün kerçimde evlerim açmaktan beter. Bu aşıklık kıyın şeydir ay. Deli divane eder ay. В этой записи восхитительно все. Инструментал, слова вообще. Ну, как она вот могла вот передать это восхитительно. Ей вручили на этом конкурсе диплом молодой исполнительницы. Не дали первое место, потому что в то время были очень строгие правила отбора, а они из Крыма приехали в костюмах, в одежде, которая считалась, что она для артистов эстрады сильно простая, им надо подтянуть ее. Но она познакомилась с очень многими выдающимися людьми. После конкурса их пригласили на балет «Бахчисарайский фонтан». Сабрия Апте молодая девушка, и вот этот вот оркестр, состоящий из людей, которые свою молодость провели еще до революции на балет. В общем, она страшно стеснялась. Москва, столица, они такие какие-то простые сильно. И вот они пришли. Она с частью музыкантов села в зале, а вторая часть пошла на балкон. Сели они, идет балет. Вдруг на весь зал раздается крик. «Аппас! Мен турам! Безді менді аяқларын көтерелер, мынау бұжағын алчы!» И кидает пиджак в зал просто с балкона. И Реджепова становится цвета просто красного. От стыда выскакивает из этого зала. Ну и подтягиваются же все остальные. Она говорит, ну что же такой позор, ну как так? А Сулейман Уста Дариджиев, в то время ему уже 70 лет. Он говорит, кызым мен аңламайым, аяқларын көтере берелер, не бақажан мен мында. И она так снисходительно, ну что я скажу человеку, которому уже 70 лет? В общем, опозорили они ее. После этого Реджепова вообще всю жизнь жалела о том, что ей не удалось стать актрисой. Но один раз поучаствовать в фильме еще до войны ей все же удалось. Был такой фильм, назывался «Запорожец за Дунаем». Сабрия Апте пригласили в этом фильме спеть, ее практически не видно в кадре, но голос ее слышен. Исполняла она там песню «У пенджереден кар келиюр». Очень красивая песня, очень я ее люблю, и в ее исполнении буквально недавно мне удалось найти ее. Сейчас мы ее послушаем.
Toya toya mum yakarım boydan boya. Of aman aman yar aman aman of. Mum yakarım boydan boya. Of aman aman yar aman aman of. Penceremde sırrına perde, penceremde sırrına perde. Sen uğrattın beni de derde, of aman aman yar aman aman of. Sen uğrattın beni de derde, of aman aman yar aman aman of. И Реджепова, как только начала петь на радиокомитете, заслужила всенародную любовь. Она сама не понимала, почему вот так. Вот что в ней такого, что вот нет. Было много талантливых певиц. Тогда у крымских татар был культурный ренессанс. Но вот именно ее хотели слышать, именно ее имя было на устах. И был даже такой случай, когда их пригласили в сельский клуб, в такое консервативное судакское село, в Хабсхор. Пригласили с ансамблем. По дороге они выпили, где-то вот она сильно захотела пить, и в каком-то роднике напилась воды холодной, и у нее пропал голос. Ее начали утешать, там, не переживай, начнешь петь, все. А то дают, это дают, ничего не помогает, голоса нет, а уже вот заявлено, люди пришли, билеты купили, думают, ладно, попробуем так. Начали выступать, и Реджеповой нет. В зале начали возмущаться. Она этот фрагмент приводит даже на судакском диалекте. В зале просто стали возмущаться, почему нет Реджеповой. Они пришли, собственно, из-за Сабриапте. Улан bu yaptığınız nedir ya? Andadır bu Recepova degenleri. Biz onu bekleyik. Yeter da bu yaptığınız çal da oyna, Recepava'yı çıkarınız. Залда шамата хопта. И Реджепову все-таки вывели. Она так села на сцене, и конферансье говорит, вот вы понимаете, мы собирались, мы приехали, а вот у нее нет голоса. В зале кричат. Andadır Recepova, bizi aldatalar, gösteriniz sonu. Çıkarınız sanaya. Recepovanın sesi olmaganı olmaz. У Реджеповой никак не может быть такого, чтобы у нее не было голоса. В конце концов им пообещали, что приедут вот через месяц, приедут обязательно с концертом, и Реджепова спела, все остались довольны. Но вот ее любили настолько в каждом селе, что без нее концерт считался вот просто не нужен, надо было обязательно, чтобы спела Сабриапте. В 1940 году ей дали звание заслуженной артистки Крымской ССР. В 1941 году началась война. Война встретила их, как и всех, очень неожиданно. Поначалу они пели, до того, как немцы зашли в Крым, когда шли бои, они пели буквально в окопах. Они приезжали к солдатам где-то в поле, начинали петь, потом ездили по госпиталям. Очень трогательный фрагмент, когда она приехала в госпиталь, лежал на койке крымский татарин, ему оторвало и руку, и ногу, и он попросил ее спеть что-то, и вот ей как-то вот пришло в голову, она спела «Он Беринджайлерда». Очень тяжелая, грустная песня, и он ей потом сказал, что ему стало легче. Было и такое, что они просто собирались, вот было такое, что они приехали с концертом в полк, начиналась бомбежка, и они просто запрыгивали со всем ансамблем в окоп и там пересиживали.
конечном итоге немцы взяли Крым и выставили постановление. Всем должно работать на своих местах, там, где они работали. Иначе допрос, тюрьма, повешение, все. И Сабрия Апте продолжила, хоть и ей было очень тяжело, она продолжила работать в театре в Симферополе. Участвовала вот в фотографии как раз периода немецкой оккупации. Вот это фотография периода немецкой оккупации. Впоследствии их со всей труппой эвакуировали в Румынию, в село под Констанцией. Там жили крымские татары. Какое-то время они были там. Затем, после того, как окончилась война, крымских татар отправили в ссылку. Естественно, они всем ансамблем отправились к своему народу. Но что их там ждало? Их ждал суд. Их осудили на 25 лет лагерей за то, что вот были в Румынии под оккупацией. Но когда умер Сталин в 1956 году, Сабрия Апте все-таки отпустили на свободу, реабилитировали ее, но долгие годы она была в лагерях, и, к сожалению, этот фрагмент ее жизни, ее нет в ее дневниках, его не пропустила цензура, а оригиналы дневников, где были эти фрагменты, они исчезли, просто пропали. И очень мало мы знаем об этом периоде, мы знаем то, что вот эта фотография как раз сделана в лагере, мы знаем то, что она даже там умудрялась собирать вокруг себя людей, петь, не терять вообще, не падать духом, не терять веры в лучшее. В 1956 году Сабрия Апте реабилитировали. В 1957 году был создан ансамбль Хайтарма. Легендарный ансамбль, которому мы обязаны тем, что мы вообще сохранили свою культуру, донесли до сегодняшнего дня. И, естественно, Сабрия Апте была визитной карточкой, она была тем, кто учил молодых, она была школой, она была символом. Для нашего народа в ссылке Сабрия Реджепова стала действительно голосом Родины, она стала надеждой, она стала силой. Люди находили в ней то, чего им не хватало, находили в ней Крым, находили в ней веру. Но профессия артиста все-таки связана с определенными стереотипами, особенно у нас, как у народа более консервативного на то время. Бывало и такое, что к ней после очередного выступления подошла женщина и спросила: Реджепова, а какая ваша настоящая работа? Она подумала: ну, я уже столько лет как артистка, певица, может, человек меня не знает, говорит, я пою. Нет, говорит, настоящая работа ваша где? Сабрия Реджепова от такого нахальства, она даже растерялась, но она нашла, что сказать. Она сказала: я по утрам работаю на фабрике текстиль, а вечером вот выхожу, вам пою. На что женщина удивилась, говорит, а как же вы везде успеваете? А Сабрия Апте сказала: ну как же, самолеты ведь летают, вот успеваю. И вот с такими стереотипами ей тоже приходилось сталкиваться, с тем, что артистов, к сожалению, долгое время не воспринимали как профессию, хотя это очень тяжелый труд, это надо работать над каждой песней, она действительно работала над каждым словом. В ссылке Сабрии Апте удалось вновь стать немного актрисой. Один из самых ярких эпизодов ее актерской деятельности – это ее участие в спектакле «Арзыкыз». Что для нас важного, то, что этот спектакль сохранился в записи. Это такая огромная виниловая пластинка, двухсторонняя, спектакль «Арзыкыз». Она играла там Худатче, она играла там одну из свах. И вот этот просто гениальный диалог я хочу сейчас поставить.
Это, наверное, единственная запись, где она не только поет, но и говорит. Это все в одном. Весь колорит, который можно, она передала. Yarzı, biraz korkmaz mı? Men kettim. Aradan birkaç günler geçti. Ali Baba Bekdemir'den kise altın alsa da arzını alıp kaçmak niyetinden vazgeçmedi. Sabrı tükengen Bekdemir abi kartının evine kene kudagıylarını yolladı. Mına olar keliyatırlar. Allah boynun ursun. Bu yenikte kaydan rastgele anterimizi pala yazdı. İki gözüm çıksın nefesim tutuldu. Bektemir ma bugün sabır poşa, bir dokat, bir mest kaloş berim. Arzın ma yasa dedi. Aşkım, ana o kafir kılıykoz o bir menden evvel kelip gitmesin. Vay yolun karamışık kessin. Baracak yerine bark etme karıcadı. Vay Allah boynun ursun. Kelip yetkeni geldi. Kulağına zehirli yılancıklar sızgırsın seni. Fatma Şerifi, menden saklanıp oturasam şu kız. Vay ferişte, ne saklanayım senden? Oturdum bir yercikte. Eki koruşuyuk Fatma. Görüşü, gel. Eki gözün çıksın kakaç. Allah alsın seni karıcadı. Son Fatma, ne yapasın? Yaxşısınım. Bağlan, çağın, cümlesi yaxşılar. Hepsi yaxşı. Ezinden sormalı. Şükür Fatma. Fatma, ya kartın yaxşım Fatma. Kartım yaxşı bu günlerde. Fatma. Ha? Boqça çıktıyım, boqça çıkını alıp çıkansın. Koydum bir şey aylanayım dedim. Aylanayım dedin. Bilem ben senin aylanganın, aylanmaya geçişme seni. Sen kimle kimge alacak olarsın ya? Ya sen kimle kimge satacak olasın? Bana şimdi kovarsın. Korarız. Ana bak, Arzu suğa keli. Kısmetiniz repli. Arzu. Arzu. Gel kızım, kızımın gel da, kızım. Biz sen beklep oturalım. Saygısı sözümüz bak kulağını Dinle sal kızım, dinle. dinle. Ey güzel kız dile bizni bulur kokten baktın endi olur gidik bir yigitler kızım sana bu da geldik Aydulu Kadın sever. kara kaşlı Bire başla. mıyğı burma Aşı hurma. orta boylu Zengin soylu. zenginlikte akranı yok Az buçuk deliliğin zararı yok. Sa verecek cihazların parayla kıymeti yok 40 nüsfiye 100 direkli sağa melek. babana kudasından bir kok eşek Zümrüt taşlı bir bilezik, altın yüzük. kırbağından babana 90 kutuk İki sığır bir bahçe emdi bostan. baban da şay kutlar bayga borçtan bir ipiş bir kumaç en son kuşak Anna baba bana söyledi yapşak kızım. Onun gibi pek mazalı demiri sıksa yumşadır Bir yaşında bir kozunu nefes almışa yutar. Dağa çıksa avlanmağa hiçbir vakit boş kaytmaz Öyle yaparım olsa avnu sağa kim satmaz. Onun canım kusuru yok Akıl değil malı çok. Son kaşığım sen ne desin Onun için sevgim yok. O kız çıkıp alsa seni tutar altın kafeste. Kafeste gül isteyim ben uçmayacak kok yerde Yumuşak döşek tatlı aşlar omurunda şefadır Baban bergin katlı minder bay evinde yaxşıdır. Baban vergen katlı minder bay evinde yaxşı mı? Elbet baban bergin katlı minder bay evinde yaxşıdır. Ana koydum canım. Alayım da ana Aşağıya baylatsın Ana çıkarmış parçalarla ayakçımak yersin Sen de çok şakıldaydın. Acamet badelerin bir kaldırma yutak Sen yama olman olsa kalacak mıydı bu iş? Allah koymasın seni. Да, это была уникальная женщина вообще в каждом своем проявлении. Долгие годы она отдала ансамблю Хайтарма. Ансамбль, который гастролировал по всему Узбекистану, и в Таджикистане был, который просто, наверное, каждому крымскому татарину приносил
хоть какой-то в рутине, в повседневности, в тоске по родине он приносил Крым. В этом ансамбле у нее случился новый творческий союз с Кабулом Сейтвелиевым. Это была необыкновенная пара. Он был намного ее младше. Все осуждали, все как-то пытались этому препятствовать, но ничего не получилось. Вместе они написали много удивительных композиций. Кабул Сейтвелиев писал музыку, Сабрия Апте писала тексты. И вот разлучить их не получилось ни у кого. Все-таки вот они нашли друг друга. На этой фотографии Кабул Сейтвелиев, Сабрия Апте, Кабул Сейтвелиев с Хавалом, но еще он великолепно играл на мандолине. И появилась теперь запись, которая вот очень хорошо иллюстрирует этот союз. Песня «Йосмам». Сабрия Апте поет, Кабул ага играет на мандолине.
oynap gülmek zamanı. Alçaklara karlar yağar, dirimez olur. Gitti yarem uzaklara, görünmez olur. Alçakların dumanı, dumanı. Şimdi geldi oynap gülmek zamanı. Al kadehi ver kadehi, muhabbet olsun. İçtiğimiz bal şerbetler afiyet olsun. Помимо того, что Сабри Апте была настоящим хранителем народной музыки, она еще была прекрасным автором собственных песен. У меня нет точной цифры, но около 20 композиций, которые написала она, известны точно, еще неизвестно, какое их количество найдется позднее. Вот эта композиция звучит по-советски очень, «Колхозга Севги». Я нашел ее совершенно случайно в московских архивах, там вообще не знают о существовании крымских татар, подписана она была вообще уникально. И Реджепова песня «Коляда Свейги». Я про себя подумал, может она и на грузинском что-то пела, но оказывается это «Колхозга Севги» у них вот так вот превратилось в это. Текстов этой песни я не нашел, я написал их сам, вы можете видеть его в своих книжечках. Это авторская песня Сабрии Реджеповой, которая нигде не опубликована, которую она написала еще до войны. Даже на такую тему у нее получилось написать песню настолько красивую, что просто не передать словами. И помимо того, что она словами наполнила эту песню, к ней написали прекрасную музыку. Оркестровка у нее восхитительная. Эта пластинка была записана в 1940 году, но я думаю, что если ее сейчас поставить, она тоже будет хорошо звучать. Поэтому слушаем авторская песня Сабри Апте. В каком возрасте ее написала, мне неизвестно, но еще будучи молодой девушкой. Aydın gece yıldızı koklap çalar, oturup men sevem oyga dalmağa. Baktı hayat lezzetine kullanıp, aman bu günlerin sevinçlerin aynağa. Baktı hayat lezzetine kullanıp, aman bu günlerin sevinçlerin aynağa. Sevem kalkoz baharının al gülün, sevem erte tağda ötken bülbülün, sevem onun al yaluklu kızların, aman kalkozumun ilbanı nazlıların. Sevem onun al yaluklu kızların, aman kalkozumun ilbanı nazlıların. Oh ne kadar kuvvançlıdır bu günler, gülmez mi hiç böyle günge al yüzler. Kurduk baklı hayat için temeller, aman oh ne kadar yürek okşay bu sözler. Kurduk baklı hayat için temeller, aman oh ne kadar yürek okşay bu sözler. Aydın gece yıldızı kok bahçada, oturup men sevem oyga dalmağa. Baktı hayat lezzetine kullanıp, aman bu günlerin sevinçlerin aynağa. Baktı hayat
Отдав долгие годы сцене, в особенности ансамблю Хайтарма, Сабрия Апте подошла к возрасту, когда по советским законам человека отправляли на пенсию. Были возможности ее оставить в ансамбле, но делать этого не стали. Она провела свой последний концерт, да, это как раз фотография со спектакля «Кайнана», где Сабрия Апте, Февзи Белялов, вот такая сцена, провела свой последний прощальный концерт. Вот это кадр с юбилейного концерта Сабрии Реджеповой. Яя Шерфидинов вручает ей диплом, подарки. Видите, она всегда была очень элегантно одета, она всегда восхитительно выглядела. В любом возрасте она знала, как себя поставить, как себя подать. Я даже не представляю, как вот она выглядела на сцене, как она это все передавала, потому что голосом она передавала все восхитительно. Это всегда была великолепно выглядевшая женщина. Разлука со сценой ее сильно сломила. Спустя какое-то время у нее обнаружился цирроз печени. Она тяжело заболела. Когда-то, еще будучи молодой, после первой сессии записи, Сабрия Реджепова написала в своих воспоминаниях, она пишет, что когда услышала впервые свой голос из патефона, она сказала себе: ну вот теперь я не умру, потому что я уйду, а голос мой будет жить. Как видите, спустя столько лет это действительно так. Она живет уже не в одном поколении, она будет жить всегда. 18 сентября 1977 года Сабрии Апте Реджеповой не стало. На ее похороны собрался почти весь народ со всех концов Узбекистана, из Таджикистана, отовсюду приехали люди, чтобы проститься с ней. И одна деталь, которую я недавно узнал, она очень меня зацепила. Когда она лежала, вот Рустам Меметов принес граммофон, поставил ее пластинку и включил очень тяжелую песню, очень сильную, которая ее просто характеризует, «Хаста гомлю». И вот она лежала, и звучала эта песня. А слова там: «Хаста гомлю масла кульмес, халымдан кимсе билмес, юречигим парча-парча, үсті ортук көрülмес». И это все-таки вот какой-то символ. И именно Хаста гомлю, как ее символичное произведение, как произведение, с которым она ушла в последний путь, Хаста гомлю завершит наше сегодняшнее мероприятие. Oh
Ağlatma gerçek gibi sandım seni yanımda. Koz açtıkça nazlı yâre koralmadım yanımda. Ağlatma sen dostum. Düşmanlarımız Ana, ağlatma yarim sen dostumunu, düşmanlarımız külmesin. Vasiyette kaldırdı Sabriye Abdi. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın ve hepimizin hatıramızda, gönlümüzde, günümüzde, her şeyimizde bu insan yaşasın, akıllarımızda yaşasın, türküleri de yaşasın. Cennet bahçelerine sahip olsun. Amin.